Под общественным давлением в Кыргызстане отменили показ российского фильма о ситуации на Донбассе. Ранее при поддержке посольства России в Бишкеке фонд «Русский мир» хотел провести показ фильма «Донбасс». Однако активисты в Бишкеке требовали от Министерства культуры Кыргызстана лишения пропагандистского фильма лицензии на показ. В конечном результате активисты все же добились запрета на показ фильма. Ранее активисты заявляли, что в освещении событий в Украине Кыргызстан остается под влиянием российского информационного поля. После этого торгово-развлекательный центр «Азия Молл» в Бишкеке отказался от показа фильмов. Активист Айбек Турдалиев называет показ российских фильмов о войне в Украине проявлением российской пропаганды. По нормам никаких нарушений нет, но речь идет об однобокой пропаганде. Цель этих фильмов – показать правду России. Они показывают исключительно позицию Москвы, то есть ложь. Делать вид, что это не так, показать, что у нас нет своей позиции. До каких пор мы будем бояться? Если они снимут фильмы про Херсон или Мариуполь, мы это тоже покажем, говорит Турдалиев. Теперь о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народов. Напомним, что страны Центральной Азии по сей день остаются главной зарубежной ареной для российских СМИ и даже российского телевидения. Режимы этих стран создали все условия для российских СМИ и телеканалов, чтобы последние могли свободно распространять свою информационную повестку в регионе, а для массы людей российские информагентства являются основным, если не единственным источником получения информации о происходящем в мире. Всего наши подлодки способны выпустить более 500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?».